был, да, уже? Так, 4 июня, 4 января, значит, 6 месяцев, 4 февраля 7. 8. Это 8 уже? 8. 8, да? 8. Дианочка, мы уже сидим, да? Сидим, ползаем, стоим, да? стоим, поднимаемся. Разговариваем уже. Да? Вот так. Имзасың мала? Вот так давай, вот так, вот мама, молодец, вот таким образом. Молодец, молодец, молодец. Biz unuttuk уже дрake балаларны. Sizin как раз возраст. Күндіз ұйықтап қаламадырақ? Ты куда ты порывать? Ну напуган, зачем так на меня наезжаешь? Лучше сделай просто автоматически. Korea bəlkə təpilləri var yanında bit. Qoya qulların, üstə qulların, bəlkə qullar var yanında bit. Бжик, 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 бжик. Давай, давай, давай. Во, правильно, правильно форму, позицию сменила. Вот так, 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 вот так. Да, потом переоденешься сейчас с ними, да? Сейчас начнем. Siz yaşlar bizni kelib ko'rasiz endi. Bilmaysizni kelib ko'rga bo'layin dedik. Kasetini olib kelgan qolamiz. Kasetini olib kelgan. Aperib ketirgan. Netirgan? O'zining kasetisini netirgan? Дальше yozdirib, qoldirib ketgan bo'lyapti. Mana yozdirib qo'ydim. Ya men papotik qilib olarim. Hozir ko'mmak kelib tushiraylik. Boshida meni qo'lmasam. Дай Бог крепкого здоровья, чтобы и семья была добра, счастья. Ну и дай Бог дожить еще до другого 45-летия. Товарищ, у вас кого всех ловите? Уважаемый мужчина, значит, я попросил, значит, вы так контролируете вас, ладно? Давай. На самом деле у нас среди нас самые, значит, у нас уважаемые самые в возрасте, добротворящие, Пожалуйста, ты за моими соседями, Мы еще не... Как мы разогреемся, а потом сам начнем ходить. Сосед близкий. Так, я ищу. Да. Продолжит, значит, когда, вот, во-первых, здесь сказываю, еще продолжить. Так, как-то, правильно? Давай, я, наверное, выйду туда, давай. Я и подарок же еще не вручил. Вот сейчас я и подарок заодно буду вручить. Некогда же, да? Некогда. Сразу сказали, тогда давай, когда себе буду. Сейчас Викупочка говорит. Потому что да, зигзагом не могу. Сидя вроде как неудобно тогда. Значит, если отодвинул, то мы еще далеко будет. Все хорошо.
Я вот что хочу сказать. Вот, во-первых, Марат Борисович айтқан сөздерді қуат берген, тогда, ну и хочу продолжить, значит, тогда продолжить. Вот сегодня, вот за этим праздничным столом, здесь вот Ильдар Хамидович уже представил, там, кто присутствует тогда, кто присутствует. Нам, во-первых, очень приятно присутствовать в этом обществе. Ну, вот старших всех мы знаем, конечно, тогда. То, что вот сегодня у нас молодежь здесь присутствует, дети наши тогда, это вдвойне приятно, радостно тогда. Вообще-то это счастье. Да. Вот, начиная, вот. Да, это счастье тогда, это человек тогда. Вот. Поэтому я просто вот хочу сказать, что вот Ильдар Хамидович, вот, которому сегодня отмечаем 45 лет тогда, а возраст, я считаю, это прекраснейший возраст тогда. Почему? Потому что этот возраст, в этом возрасте я уже был, да, я это проходил тогда. Да. Почему прекрасно говорю? Потому что, во-первых, значит, тогда вот, ну, 45 лет это действительно возраст тогда. Да, это, ну, свет мужчины тогда, это когда человек, я имею в виду в лице именинника, когда он уже действительно достиг, да, достиг в жизни тогда, вот, имеет крепкую семью тогда, тылы крепкие тогда, вот, который способен тогда, способен обеспечивать прежде всего вот свое семейство тогда, помогать, имеет возможность помогать своим родственникам, вот, и в личном плане имеет заслуги, вот, и имеет определенные звания. С другой стороны, я почему так вот выражаюсь, тогда это 45 лет, когда, ну, впереди очень долго еще жизнь, тогда, впереди долго жизнь, тогда, имеется тогда, то есть вот человека великие перспективы еще впереди, вот, великие перспективы, вот, а Ильдар Хамидович это вот присутствует. Да. Поэтому я вот продолжаю вот эту мысль, вот хотел бы сказать, то есть, тогда, вот, в этом возрасте, конечно, здоровье тогда в любом возрасте лишнее не бывает. Тогда, как теперь говорят тогда, здоровье и деньги говорят тогда, здоровье и деньги тогда. Но я прежде всего хочу сказать тогда здоровье. Поэтому вот мы здесь вот подумали, здесь вот семейством нашим тогда, думаем, значит, тогда, да, думали, что значит тогда, вот 45 лет тогда, я вот как-то сказал, вот на всех этих достижениях, значит, тогда я хотел выразить, значит, то, что это мудрость мужчина наступает, мудрость, вот. Мудрость в чем выражается, значит, тогда, во-первых, значит, тогда он правит своим кланом тогда, правит тогда, во-вторых, значит, тогда он может давать советы другим, когда у него спрашивают советы, конечно, тогда, вот. Поэтому, соответственно, значит, тогда вот в этом возрасте, это как говорят, как вот студентов, вот студент, тогда, вот, вот тогда, вот макушка тогда, вот, это возраст, 45 лет тогда. Поэтому я в лице вот своего семейства тогда, вот, прежде всего, вот, желаем вам, Ильдар Хамидович, значит, тогда, что вы были мудры тогда, вот. И вот знак вот этому вам вот знак. Сегодня мы вот говорили сегодня, значит, тогда о здоровье тогда. У нас вот здесь тогда висит, по-моему, в каждом дворе 2 бани у нас тогда. Почему 2? Да. Так вот тогда, когда как получается, тогда мы по кругу ходим. Николай тогда поругался с кем-то тогда,
Да. Ну, сам захотел, значит, там, да, все попил, значит, там, да, и давай париться, значит, там, да. То есть независимо. Я-то хочу сказать, никто независимо от соседа. Независимо, значит, там, да, ну, я ближних, я имел в виду. Вот, поэтому вот мы вот решили тогда, чтобы Ильдар Хамидовичу было отменное здоровье тогда, да, отменное здоровье, чтобы он тогда, вот, после как попарится тогда, чтобы он не простывался тогда. Да. Ну что, давай, с днем рождения! Я... Да, Спасибо, Тимону. Так как я оба старшая его, я тоже должна сказать два слова. Фаридапа, вот говорят про тещу столько, можно сказать, легенд, анекдотов. Я прохожу мимо окна, вот он же говорил, и обед готов, и ужин готов, и завтрак, и обед, и ужин. Слышу, прохожу мимо окна и слушаю, между завтраком и обедом, или между обедом и ужином, они вдвоем сидят, гур-гур-гур-гур-гур-гур. О чем они говорят? Вот, говорят и говорят, значит, и говорят. У советки пьют, и я захожу, и я растеряюсь. Не знаю, Ильдар хороший, не знаю, Фаридапа хороший. Вот они обои хорошие. Каким-то образом они находят общий язык, вот эти два человека, и прекрасно живут. Нам это очень нравится в этом красивом доме. Красиво живут. А жена? Жена приглашение. Приложение, правильно. Так, внимание. Софья Ковалевская, Давид, говорила, мысль выраженная не на родном языке, лишь и на размах. Скажу им два слова, братишки. Деген кебек. Кадерле Ильдар акылым, туган көнең котлы булсын, шатлан да син, көл дә син. Килгән сиңа бәхет кенә, килсен сиңа бәхет кенә, кайгы хәсрәт килмәсен. Гомер шулай уза икән, әйдә ярар узса узсын. Килер еллар имин булсын, бәхетләрең тулып торсын. Очрасын юлларыңдан яхшы кешеләр генә, авыр чакта таянырлык үзең ишеләр генә. Иң изге теләкләр белән Тюльганнан, Казаннан, Бузаулыктан Өмет Баевларыгыз. Рәхмәт сезгә. Спасибо. Можно подождать? Хамитович, я Терак. Слушаю вас. Вообще вот сегодня и 2 числа очень много было, вообще всю неделю. Да. Очень много было сказано приятных, хороших слов в ваш адрес. Мне бы хотелось к этим всем словам, в общем, присоединиться. Ну и мы хотели бы добавить еще именно от себя-то. У вас хорошая семья, прекрасные дети, дочеря. В общем-то, у вас лад. Один клад, там будет и клад. Приятно, в общем-то, видеть, когда вот соседи жизнерадостные, веселые, вот, общаются. Бывают, конечно, некоторые моменты. Это не секрет, у любого, у каждого, в общем, бывает, происходит какая-то некоторые черта нехорошие. Все у нас хорошие. А в общем-то, в основном, это все хорошее. Да. Я вот надеюсь, со мной вот женщины согласятся все-то. Благодаря про нее ни разу, в общем, никто не сказал, а я хотел сказать. Далера ушла, вот ее нет. А вот непосредственно. Ладно, я послушаю. Вот такой юнош сохранился в таких годах. Вот.
Я никак по-другому не назову. Именно Миша. Жена сохранила. Ну, главное, хотелось пожелать бы. И тебе, Ильдар Халитович. И, в общем-то, вашей семье всего доброго здоровья. Это главное в жизни. В общем-то, вас окружали, чтобы хорошие друзья, хорошие родственники. Ну, вообще родственники все хорошие. Ну и всего хорошего, доброго в вашей семье. Большое спасибо, Александр Ильич. Давай, поддержим. Вот за это все выпить. Давай. Сергей Николаевич, мы вот твой сосед, четверо, значит, соседей, да? Мы здесь на огороде и какие делаем? Я переводим. А, и закончим. Мы понимаем. Переводчика кого? А вот он есть. Я не то скажу, что он разговаривает. Да, Дмитриевна, наверное. А она точно переведет. Ромичек, ты отлично говоришь по-русски тоже. Вот Галина Дмитриевна будет переводить. Она знает татарский, казахский, русский и узбекский. Да. Еще надо учиться. До Африки еще нет. До Африки не пришлось поехать. Что мне сказать? Во-первых, тебе доброе здоровье, крепкое, кавказское долголетие. Всем друзьям твоим большое спасибо, что тебя так поддерживают, любят. И всегда был так, что мы всегда жили дружно, вот так, как сейчас. Все меня уважают, за это я очень даже благодарна. Они меня считают как родную сестру или мать, не знаю, как еще. Но круто такого, до этого я жила, такого я не ожидала, не ждала, не было никогда ни от кого. Даже от самых родных родственников. Они молчат, как рыба. Они не откликаются, спрашивают, как тебе, или что уже заходят. Большое-большое им спасибо. У меня вторая жизнь началась здесь. Родной брат у меня один только остался. И то, если вот я сама не буду говорить, то уже он забывает. Ой, уже столько времени прошло, я уже забыл. Надо жить, а эти не забывают. Спасибо им давать, большое за это. Спасибо Камиле Камилевичу, Камиле Сидоровне, что они нас пригласили соседей, мы очень рады и вам признательны. Амбарапа, вот это уже... Амбарапа, они вместе пригласили нас. Давай, Сеня, и за именинник, и за тещу. Давайте мою тещу, нашу маму поддержим. Айда. Обслуживают Тюрганский район, так сказать, просто чисто по работе. Вот. Камиля Камильевич, я, допустим, знаю раньше намного, в общем-то, в принципе. Чем мы знали, чем здесь, в Тюргане. Намного раньше. Вот, и когда получилось так, что пришлось обслуживать Тюрганский район, я, в общем, был рад, и действительно так по-жизненному получается. Хорошо, когда знаешь людей, которые, так сказать, в некоторых моментах влияет, так сказать, на человеческую жизнь, как бы мы этого не хотели. Ну, сегодня не об этом. Хочется, так сказать, ближе обратиться к юбиляру. Значит, вся она, так сказать, дружба, она начинается сперва вроде, так сказать, трудовая, а потом так она вот получилась между семьей, да, значит, Валеевых и Рожненковых, так сказать, я озвучил, потому что камера в это записывает, чтобы это самое... Боятся лишнее сказать. Да, получилось так, что она переросла в семейную вот, это, дружбу. И вот эта дружба, которая, так сказать, это, воплотилась, так сказать, в эту дружбу, в это, соединилась, она, ну, ни в коем мере не повлияла в худшую сторону, только в положительную. Вот. Нам приятно с этой семьей, так сказать, встречаться, с ними общаться. Вот.
И вот, коли, так сказать, радостный момент в этой семье, приятно здесь находиться, вот, и всех видеть, вот. И, так сказать, хочется, конечно, пожелать этой семье, вот, в первую очередь, присоединиться всем, так сказать, вот, пожеланиям, они действительно были искренние, и, так сказать, такие, которые действительно, они, чтобы они сбылись, они в части есть, эти пожелания, и хочется к ним присоединиться в том плане, чтобы действительно, вот, да, Камиш, у тебя было отменное здоровье, она присутствовала, как бы там и не хотела, все, так сказать, складывается из здоровья. Жив, здоровый человек, он, так сказать, что-то делает. Вот. Хоть и года, конечно, 45 лет, ну что, они тебя нет самое. Ну, 45 это только увеличивает срок в это проживание. Но за этими годами и дела есть. Вот. Есть семья так полноценная, есть, так сказать, жилье, есть дети. Вот. Есть вот, вот самый вот, уважаемый человек, вот это, вот я, вот, так сказать, назову теща ее, она действительно говорит там теща, там всякие небылицы, там анекдоты есть, но вот, вот в очень хорошем слове теща. Вот. Я просто дальше про нее, так хочу сказать. Да. Это любимая теща, друг ты мой. Да. Но я тебе хочу еще так же и пожелать счастья. Вот счастье, оно тоже человеку, знаешь, говорят, не родись там красивый, а будь счастливым, да? Вот он один идет, берет лотерею, раз и выигрывает, а другой нет сам. Вот действительно, чтобы было счастье, и сопутствовало это счастье. Чтобы дети твои, так сказать, окружающие, так сказать, тебя каждый день, так сказать, с самого рождения, они только тебя радовали, только своими, так сказать, делами, своими успехами. Вот. А оно так сказать, и сейчас есть, и чтобы оно так и продолжалось. Вот. Я рядом прекрасный, так сказать, твой человек, единомышленник, человек, который идет след, это Далера. А Хатуна, это я, вот, так сказать, оно действительно так, вот, она вот именно идет след, и, так сказать, тебя только наполняет, тебя так только окрыляет. Вот. Ну я тебя, вот, так сказать, вот за все дела, вот почему здорово уважаю, вот только вот благодаря вот этой женщине. Вот. Почему? Да. Я сам, вот благодаря теще, почему я сам жил с тестем, я его так любил, его сейчас нету, его похоронили, я, так сказать, очень часто вспоминаю, мужчины, они же открыто здорово не говорят всегда так, в душе это все, но действительно, вот, как у вас, вы кофе пили, мы немного там спиртное с ним всегда пили. Понемножку, потому что, да, он инвалид был, это участник войны, и мы всегда по понедельникам, это наш был день. Я тоже с ним пил. Да. Вот. Я вот за это уважаю и считаю, что ты человек состоялся. Если у тебя, так сказать, даже теща рядом с тобой живет, ты человек состоявшийся. Вот. Она не убежала, не ушла. Вот. И у вас идиллия, так сказать, гармония, и там и много-много можно говорить. Вот. Ну и ты, так сказать, коллега по работе, так сказать, ну только в одной области. Ты готовишь, я принимаю, так сказать, твою подготовку, да? Вот. Мы никакие тут не начальники, только просто в разных плоскостях, да? Вот. А ты готовишь, я принимаю. Уж что легче, я не знаю, мы разберемся, да? Вот. Церкаш, ну ты в любом случае нам шеф. Да. Ну, это самое. Я хочу, так сказать, вот эта стезя, так сказать, дружбу, потом породила, так сказать, жену переманил ты, так сказать, в Октябрьском районе, так сказать, назначил на должность. Ну, в общем, мир и всего самого, так сказать, наилучшего. Ну, супруга, наверное, продолжит, так сказать. Да что вы? Коллега, тем более, они перезваниваются, это самое у них. Нормально, конечно. Действительно, такой приятный, я даже, не дай бог, чтобы что-то разрушилось или что-то лопнуло. Этого не может быть. Да, это вот было приятно. Я хочу выпить за мужчину, я считаю, что мужчина, как говорят, состоявшийся. Но я как вот полюбила тебя как друга, как коллегу. Вот. И, в принципе, ты мне как родня стал. Вообще не только ты, а вообще ваша семья. Я, например, если к вам приеду, я себя чувствую как дома. Вот. Так и должно быть. Да, вот.
ну, далеко не к каждому так зайдешь в дом, и недалеко у каждого почувствуешь это тепло, понимание. И все расскажешь. Вот, и все расскажешь, да. Вот. В вашей семье это есть, понимание, тепло. Вот. Бабуля очень у вас хорошая, женщина очень. Вот. Я сюда еду, ну, говорю, как к себе в дом. Вот. Тебе хочется пожелать здоровья, как говорится, как много больше сделать еще в жизни. Ну, в принципе, ты уже все сделал для семьи, для себя, ну, Для внуков. для внуков, да. Так что дерзай дальше, не останавливайся на достигнутом. Вот. Ну, дай Бог, чтобы у нас продолжались такие взаимоотношения. Спасибо вам за поддержку меня по работе. Вот именно вы меня поддержали, вот, продвинули, а то меня немножко залюсило там. Вот. Вот. Спасибо. В общем, я пью за тебя и за твою семью. Вот. Большое спасибо. Спасибо. Так, товарищ, поддержите, пожалуйста, моих друзей. Поддерживаю, да. Давайте, поддержим. Это наши уважаемые люди. Потом, наверное, скажешь, я по старшинству. Ну что, мы тоже немножко хотим сказать. Ну что, здесь уже все сказали. Просто Не все еще. не все, конечно, но даже можно сказать, что мы присоединяемся. Но мы так не скажем, конечно, немножко тоже охота сказать, что вот у нас друзья, как они только друзья уже, не знаю, мы с Илдаром как брат, как братья, один раз с моей супругой Артюшки, как сестры, мы всегда как уже как все сказали, что сюда придем мы как к себе домой. Заходишь, все так очень гостеприимный. Мы уже долго общаемся уже, и дай Бог так, и много не умеем говорить. Октябрьский знает. Октябрьский знает, да. Ну, всегда у нас было, вот, ну, сколько лет уже всегда хорошо. Хорошие гости, хорошие братья, хороший Фаридапай, хорошие, все, ну, Переховались. Начну за ну, Вадя, тебя, что, главное сейчас наш вот тебя здоровье. Просто все завидуем, что у него Здоровье. близкий человек. Здоровье, остальные уже есть рядом. Надежная опора у тебя, все. Девчата прекрасные. А это знаем уже. Давай, как ты скажешь. Ну ладно, я тоже тогда присоединяюсь. Мы от всей души поздравляем, Эльдар, наш друг, родной тебя, с днем рождения. Будь счастлив, здоровья, успеха во всех твоих делах. Живите дружно в семье, мы это и видим. Дети, чтобы росли, радовали вас, чтобы все было в будущем хорошо. А также еще, вообще вот он родился под такими звездами, Водолей и... Крыса. Да. Даже звезды говорят, что он самый лучший друг должен быть вообще. Он. И это... Самые лучшие друзья бывают только в этом созвездии, вот где он, когда он родился, оказывается. И мы в действительности наблюдаем это, да? И все, с кем бы он ни общался, становятся его друзьями, да? И вот спасибо тебе за твою открытость, за бескорыстие, трудолюбие твое такое, щедрость души, тебе большое спасибо. Гостеприимство у вас в семье вообще это заведено. Умение сопереживать, прийти на помощь всем в любую минуту. Вот, и все, пусть, наверное, все вот с этим ты покорил наши сердца, не только наши, по-моему, и всех ваших друзей, коллег и знакомых, наверное, тоже, да? Вот. Соседи. Соседи, да, друзья, да. К друзьям я уже соседей отнесла. Признаемся, Да. признаемся, мы еще вот что-то напьемся. И все понимаем, У нас было только начало, а потом что скажем. Пусть, Ильдар, вот это все твое, вот такое отношение к людям, благородство, а вернется к тебе в 100-кратном размере больше и лучше. Тебе здоровьем вернется, счастьем, душевным покоем, ну и также
успехами детей и радостными улыбками во всем. То есть мы тебя, Илдар, любим и ценим. И добавлю вот еще такие вот шуточные стихи. Хочу прочитать, мне интересно понравились. Желаю так разбогатеть, чтобы на все хватило, на службе быстро преуспеть, вложив талант и силу. Придет финансовый успех, ты вкалывать старайся, живи, дружище, лучше всех и жизнью наслаждайся. И вот наш портмоне тебе. Короче, я добавлю, значит, к словам, да? Значит, мы в Фатмасочи называем, друг друга называем баджай. Значит, баджай означает свояки. Значит, свояки в каком плане? Значит, вот они учились в одном классе, в одной деревне, да? Первого класса. Он бывший мент, я бывший мент. Значит, друзья хорошие, да? Значит, мы подумали, значит, как будем общаться? Давай так будем называться. Вот еще, вот когда мы вдвоем, да, мы обращаемся не по имени, да? Я порой имя забываю. Конечно. Значит, я говорю, я Баджай, он тоже как ко мне обращается. Но они, правда, не так обращаются, они по имени, да? У него тоже родного сестры не дали. Я тоже. Да, поэтому действительно. Мы так значит, одинокие, значит, ну что? Я одинокий. В общем, за вас. Я еще хотела сказать, Саида, большое спасибо. Ой, я вновь хотела сказать, все забыла. Я неделю репетировал, все забыл. Она сама сказала, молодец, хорошо сказал. Да мне, конечно, вот если бы не было их, может быть, тебя такого не было, кто знает. Вот большое им спасибо. Вот смотри, большое спасибо всем. Спасибо всем вашим друзьям, что вот такой ты есть. Всем спасибо. Вам спасибо. Спасибо, Рахман. Фарида, пожалуйста, большое спасибо. Телега без колес не бывает. Не все же могут быть. Да. Я уже забыла. Она же Муратталка. Я 4 месяца в Башкирии живу. Да. Я Құтлы сізге юбилейін білән, 45 яш толу күнін білән, бұл ғұмыр действительно мына әйткән туғаннар әйтмешлей, зрә яшәгән ғұмыр түгел, бик матур итеп апай белән тормыш кордыгыз, матур ике кыз үстерәсез, Фәридә апайны ташламыйсыз, Фәридә апай сезне ташламый, ул бик зур бәхет. Аллага шөкер, Моннан булайрак ташлай булсын. Сезгә исәнлек, саулык, семья тынычлыгы, семья бәхете, озын гомер, исәнлекләрне исәнлек инде. Исәнлек булса барсы да була. Все понятно. Моннан тышта исәнлек яшәгез. Слова титер говорит. Озын гомерле булгыз, озын тигез гомер итегез. Басышында сезгә зур рәхмәт. Шулнигә зөксәң әйткәнне кутлам. Шуннан сезгә зур, озын гомер, бәхет, шатлык. Нашла история старого персонажа Эрвахат, күңелгә шулай шат булсын. Килгән Эрвахат месяц. Шайтып, шуннан аса, нашайтып биш җиналаган нашлай әмәл сееп киләбез, нашайтып җиналып. Нашатырып метәс үзен. Нитте мине менә ханасы кәлә битрә. Бергә яшик. Я, я. Шулай белән әйтәсең инде. Улар бер туматтырды, менә гәрә әйтергә бит баратта бит. Әпәт виноват бит. Әпәт виноват я. Әйтәсең инде турында. Яхшы итеп матур итеп кешәй бергә яшәгәсең. Амин, Бергә яшик. Бергә яшәгәсең. Аллаһ рәхмәт. Бәла кызлар белмәсен, Тигезлек, исәнлек. Уважаемые гости, давайте значит, моего свояка и своячество давайте поддержим. У нас круг небольшой, наш большой. Понятно? Себе на благодарность. Коллега, как там дела? Или там обеспечивали, там все?
Там никого. Спасибо. Сестренка, скажи, да. Я очень рада за своего старшего брата, то, что столько друзей у него, столько веселых. Педагог. Давай. Да. Я рада, что у него столько много друзей, что много соседей, которые любят его, уважают, что... Вот я помню, когда еще очень маленькая была, когда они жили сначала в Кумертау, я очень маленькая была тогда, но я помню, что у них уже тогда были столько друзей, столько соседей. Потом в поселке Маечной жили тоже. Я помню, потом еще они сколько общались с ними. Вот сюда переехали. Вот с каждым переездом у них все больше, больше и больше круг общения. Да, его всегда все везде любят. Наверное, они сами такие хорошие, добрые, поэтому их так любят, уважают. Они, конечно, вот в нашей семье Ильдаровой это наш вместо отца остался, у нас 5 было, теперь 4. Мы теперь вот остались без родителей, не стало теперь. Но вместо отца мы вот любим, уважаем своего брата. Всегда вот со своими заботами, своими бедами к нему бежим. Конечно, у него, наверное, не хватает времени на нас. Он забывает, вот замечание, конечно. Всегда времени хватает. Замечание. Вот только сестра может сказать. Расстояние небольшое, конечно, 30 километров, но забывает. Сюда тоже только 30. Да, учтем замечание. Да, правильно. Да, ты всегда для нас был солнцем в нашей семье. Старший брат, как вместо отца. Мы уже сколько лет вот без отца вот тебе видим, да, этого человека. Спасибо тебе, что ты есть. Ты всегда помогал нам. Я помню еще, когда я училась, сколько он помогал, когда мою свадьбу еще играли. Спасибо. Он всегда помогает, всегда добрый, отзывчивый. Спасибо, что у него такая жена, Дальрайнги, такая хорошая, добрая. Вместо матери всегда вот какие только мероприятия, всегда она, самое главное, всегда она руководит, а все остальные вот, за ней только вот. То, что она скажет, это вот закон для нас. Спасибо, да. Хорошо. Шаридабай, вот, они вместе хорошо живут, и дочери у них такие же, как они сами. Вот, наверное, это от воспитания все-таки зависит. Воспитание в этой семье очень хорошее, поэтому и дочери у них такие умные. Вот, дай Бог им счастья, дай Бог им счастья. Я вообще хочу, чтобы они нашли свое счастье. Да. Желаю вам, вашей семье, Ильдарова, тебе тоже, большого и огромного счастья. Дай Бог, чтобы ты дожил до старости лет. Береги свое здоровье, береги своих близких, да. Женщин, да. Да. Живите дружно, весело, да. Не забывайте про родных, друзей своих тоже. Уважайте, как они вас... Вообще, мне так прям радуюсь за своего брата, то, что у него такой круг. Да, я очень довольна. Вот молодец. Здорово. Поздравляем еще раз. Чувствую, что все его любят, все его уважают, и этим я очень горжусь. Ну, я сама, без сомнения, знаю то, что мой дядя именно такой, именно я его всегда таким представляла, и ему хочу высказать огромную благодарность за то, что он есть у меня такой, вот среди множества моих дядь, он самый единственный и любимый мой дядя, я честно скажу, потому что со стороны отца моего, вот у меня осталась одна тетя, моя самая любимая, и вот считаю, как ее муж, Ильдарабы, является единственным моим дядей, именно с отцовской стороны, и вот поэтому я говорю, что он самый любимый мой дядя, и вот уже с малых лет, даже когда мы в Устяново приезжали и росли там, и вот считай,
Он как бы заменил нам отца, вырастил нас, вот, всех, меня и всех моих братьев и сестренку. И вот я поэтому говорю большое-большое спасибо за то, что вы есть у нас такой. И оставайтесь всегда таким же радостным, жизнерадостным, всегда таким же, каким вы есть на самом сейчас. Спасибо. Молодец, молодец, спасибо. Это у меня племянница, значит, брата жены. Дочь жены. Да, то есть, я вернее, значит, дочь брата, покойного брата супруги, старшего брата. Да. Любимый наш, дорогой, еще раз поздравляю тебя спустя 10 дней. Это будет не лишним. Чтобы у тебя было все всегда хорошо, было крепкое здоровье, чтобы ты всегда заботился о своем здоровье, старался поддерживать его, чтобы у тебя все было хорошо на работе, всегда тебе сопутствовали успехи, а также чтобы у тебя было всегда уважение со стороны друзей, со стороны родных, просто знакомых, чтобы тебя также всегда все узнавали, ты всегда таким же был хорошим, жизнерадостным, чтобы у тебя все было замечательно, мы тебя любим. Да. Дочка есть дочка, да? Медработник. Всегда окажет помощь. Езней, от всей души поздравляем тебя с днем рождения. Желаем тебе всего самого хорошего. Пусть будет в жизни все, что нужно. Чем жизнь бывает хороша. Любовь, здоровье, счастье, дружба и вечно добрая душа. С днем рождения тебя от нас маленький-маленький на подарочек. Молодец, молодец. Все, ты Еще там есть. У нас еще племянница есть, да? Племянница Гузяльча. Видно сразу. Мотор, ладно. И водитель еще к тому же. Ага. Эльдар, я поздравляю тебя с юбилеем, желаю тебе счастья, здоровья, успехов и всего самого наилучшего. Трошку, да? Все сказали. Нет, Танюшка еще осталась, да? Танюшка. Так, студентка, комсомолка, спортсменка. Очень прекрасная девушка. Просто красавица. Эльдар, я поздравляю вас с вашим юбилеем. Так, я не буду такая красноречивая, как все, потому что все уже все сказали, а я... У меня девиз такой, краткая сестра таланта. Я вам желаю всегда оставаться таким же веселым, интересным, всегда такой интересный, с вами охота общаться, чтобы, как вам сказать еще, вы были всегда же таким добрым, отзывчивым и любимым. Всего вам самого хорошего. Спасибо. Это же мои воспитанники. И поэтому я этой семье желаю всего самого-самого хорошего. Конечно, что хочу сказать, что